Популяризация и развитие шорт-трека в Якутии, а также установление сотрудничества – это основные цели рабочего визита в Якутск делегации Федерации конькобежного спорта России. В ее составе президент Федерации Алексей Кравцов и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Вашему вниманию предлагаем прямую трансляцию пресс-конференции с участием известного шорт-трекиста. С рабочим визитом прибыли Кравцов Алексей Юрьевич, это президент Общероссийской общественной организации Федерации конькобежного спорта России, шестикратный олимпийский чемпион, если я не ошибаюсь, 20-кратный чемпион мира Виктор Ан, и Бойцов Сергей Николаевич, председатель технического комитета по шорт-треку Российской общественной организации Федерации конькобежного спорта России. Ну и в пресс-конференции у нас принимает участие Егор Егорович Белолюбский, все вы его прекрасно знаете, это президент нашей Федерации шорт-трека Республики Саха-Якутия. Ну, программа у нас насыщенная, было очень много встреч, было 2 мастер-класса вчера в Дахсуне с 2:10, и сегодня также в 2:10 были встречи с исполняющей обязанности главы города Якутска Дмитрием Дмитриевичем Садовником. Была встреча со студентами и с преподавателями Северо-Восточного федерального университета. Ну и, соответственно, мы с Алексеем Юрьевичем, с Виктором и Сергеем Николаевичем провели встречу в Министерстве спорта, ну, о дальнейшем развитии масс-рестлинга в нашем регионе. Но я думаю, подробно они о встречах всех расскажут, поэтому разрешите слово мне предоставить Алексею Юрьевичу Кравцову. Алексей Юрьевич, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Георгий Русланович уже, в принципе, многое рассказал. Мы приехали сюда по приглашению Федерации конькобежного спорта и шорт-трека Якутии с целью, чтобы установить более плотные отношения, встретиться со спортивным руководством города, республики, посмотреть, что существует, какие есть объекты и какие есть перспективы для дальнейшего развития шорт-трека в Якутии. Прежде всего, конечно, хочется отметить чрезвычайно теплый, радушный прием, который нам был здесь оказан. Мы встречались с большим количеством людей, плотно работали с спортивным руководством. На наш взгляд, в Якутии существует очень большой потенциал для развития шорт-трека, который, чтобы реализовать который, конечно, необходимо в первую очередь улучшить материальную базу. Речь идет о, собственно говоря, спортивных сооружениях. На сегодняшний день в Якутске, где занимается основное количество спортсменов, детей шорт-трека, это около 50 человек, к сожалению, существующий ледовый комплекс работает не круглый год, хотя достаточно в последний год, наверное, достаточно хорошее количество времени выделяется для тренировок по шорт-треку, то есть это ежедневно, по 2 тренировки в день. Но в летний период он не работает, что, конечно, сказывается в первую очередь на подготовке спортсменов. Мы обсуждали этот вопрос и с министром спорта, с исполняющим обязанности главы города. Планируем также обсудить его с исполняющим обязанности главы республики. У нас запланирована с ним встреча. Есть понимание, есть желание решать этот вопрос. Мы со своей стороны будем поднимать этот вопрос тоже и в Москве, о том, чтобы, возможно, включить, если будет достигнуто такое соглашение, возможно, включить его на федеральную целевую программу. Будем обращаться к министру спорта Павлу Анатольевичу Колобкову. Кроме этого, наша федерация планирует осуществлять контакты
с тренерами с целью повышения их квалификации, передачи им наработанного нами опыта. Мы обсуждали возможность стажировки тренеров из Якутии в составе параллельно с тренерами сборной команды России, опять же, с целью передачи опыта, объяснения основных моментов. Виктор Ан провел в течение 2 дней, проводил занятия. Это были, конечно, поскольку льда не было, эти были занятия, относились к базовой подготовке. Показаны были различные упражнения, которые можно исполнять вне льда. Проводились. Сегодня было тоже очень интересное занятие, в котором принимали участие спортсмены, дети, которые занимаются шорт-треком с большим интересом. Много, я думаю, они подчеркнули для себя тоже интересного и нового в этих базовых упражнениях, в деталях и в нюансах, которые Виктор им показал. В целом, мне кажется, наша поездка прошла в очень таком плотном режиме, сказать, очень плодотворно. Особенно порадовало огромное внимание не только от спортсменов, но и от жителей Якутска, которые очень хорошо знают Виктора, очень его любят. И невероятное количество автографов было им роздано, сделано снимков. Всего этого, конечно, тоже очень приятно, что не забывают и помнят такого нашего спортсмена, выдающегося, великого, я бы сказал, спортсмена. В общем, это сложно переоценить его. Мы планируем также подписать сегодня соглашение о сотрудничестве с Министерством спорта Якутии. Это, в целом, это определенное соглашение о намерениях, в котором, собственно, закрепляются те принципы, базисы, о которых я сейчас говорил. То есть, с моей точки зрения, это была очень полезная и успешная поездка. Я считаю, что она должна придать определенный импульс развитию шорт-трека в Якутии. Спасибо. Спасибо, Алексей Ильич. Теперь разрешите слово предоставить заслуженному мастеру спорта Российской Федерации, 6-кратному олимпийскому чемпиону Виктору Ану. Виктор, пожалуйста. Добрый день. Да. Я первый раз в Якутию приехал. И вчера я уже там намного быстрее. Поэтому, не знаю, сегодня день как 3 дня ощущений. Я думаю, что Якутия и СКР у нас с нами там вместе, там, если будет там хорошо дружиться, там друг друга помогать, я думаю, что будет в России еще популярнее наш вид спорта. Я надеюсь, что в Якутии будет стать олимпийский чемпион и чемпион мира. Много, да, чемпионов. Тогда, я думаю, что очень круто в Якутии. Да. Спасибо. Коллеги, к вопросам перейдем, да? Наверняка у кого-то есть вопросы. Пожалуйста. Раз, два, три. Добрый день. Андрей Сорокин, Якутское Саха-информационное агентство. Вопрос к Виктору Ану. Совсем недавно был переизбран
президент Федерации конькобежного спорта Александр Кравцов, да, и в РИА Новости... Александр не был переизбран. не был, да? Алексей. Александр Светлов не был. Извиняюсь, это да. И до этого у вас был разговор с президентом Федерации о том, что как продолжится ваша карьера в дальнейшем. Будете ли вы тренером или все же спортсменом? Вот вопрос к вам. Мы еще не обсуждали этот вопрос. Мы планируем... Новость уже вышла. Виктор, вопрос к вам. Ну, мы будем обсудить, но скоро там решать. Да. Решение будет, Да, да, все? да. Все, спасибо. Спасибо. Владимир Сузолов, Вести Саха, телеканал «Россия-1». Еще раз добрый день. Виктор, Алексей Юрьевич, Георгий Русланович. С Алексеем Викторовичем мы вчера уже поговорили. Вопрос Виктору. Виктор, вы вчера провели мастер-класс, потренировались с воспитанниками секции по шорт-треку. Какое впечатление вообще у вас сложилось об уровне якутских спортсменов и какой потенциал вообще для развития у них есть? Спасибо. Но это очень сложный вопрос, потому что я только вчера смотрел дети и просто час с ними там поработали. Но еще не знаю, потому что дети не видно. Я с ними просто сухие тренировки делаю. Поэтому не знаю, надо это посмотреть, они как катаются. Поэтому, может, когда зимой, если у нас есть там приглашение, тогда можно смотреть еще там. Сложно оценить уровень спортсменов, не увидев их на льду, и тем более спортсменов совсем молодых. Реально Виктор занимался в основном с детьми, совсем маленькими и там среднего старшего возраста. И, естественно, без льда оценить потенциал невозможно. То, что мы говорим о том, что в Якутии потенциально возможно появление действительно серьезных спортсменов, это связано в первую очередь с физиологическими, антропологическими, ментальными особенностями, поскольку мы понимаем, что одна из стран, которая является лидером в шорт-треке, это Корея. Вообще азиатские спортсмены достаточно сильны в шорт-треке. Якуты как раз достаточно близки к ним, поэтому при правильной постановке тренировочного процесса, при наличии нормальной базы материальной, при правильной методике мы можем вполне рассчитывать, что здесь появятся спортсмены, не такие, может быть, как Виктор, хотя почему и нет, все может быть. Есть какие-либо нормативы, да, согласно которым, к примеру, в Якутске, где проживает около 350 тысяч, 300 тысяч, наверное, да, сколько там должно быть ледовых арен, и, чтобы такой вид спорта, зимние виды спорта развивались здесь достаточно, скажем, бурно. Спасибо. Что я могу сказать, нормативов как таковых нет. Чем больше их будет, тем лучше. Например, мы можем сказать, что в Голландии там порядка 20 катков существует в стране, которые конькобежных. А если мы говорим о катках, которые используют шорт-трек, то вы прекрасно понимаете, что эти катки помимо шорт-трека используют еще 3 вида спорта, среди которых хоккей. И, кроме того, население нашей страны очень тоже любит само играть в хоккей, любительский, да, там ночная лига. Поэтому везде, в принципе, такая проблема существует, не только в Якутске, где там попасть, я так понимаю, на этот каток достаточно сложно. Но во многих городах, в Москве то же самое, хотя там существует достаточное количество катков, все равно на них существует очередь. Поэтому, когда мы говорим о сооружении, подразумевается, что этот каток будет приоритетно использоваться для спортсменов, занимающихся шорт-треком. То есть они получают
свое время гарантированное, и самое главное, что это время они получают ледовые тренировки в течение всего года, в том числе и летом, потому что подготовительный период как раз в конькобежном спорте, в шорт-треке именно летом готовится, а когда наступает зима, там осень-зима, то есть с октября начинается соревновательный сезон. Вот, поэтому это важно. Сегодня, к сожалению, нету ни одного сооружения, которое работало бы круглый год. Можно, да? Добрый день. Александр Хавренко, Якутск вечерний. Хотелось бы немножко отойти от спортивной тематики и поговорить с Виктором на более земные темы. Виктор, если не сложно, назовите, пожалуйста, 2-3 вещи, которые вам очень понравились в России, и 2-3 вещи, которые вам пока или не понравились, или вы пока еще их не поняли. Когда я приехал в Сибирь, это 2011, мне там ничего неплохого нету, просто все там ничего там нет, просто не знаю, меня почти там жили там в Москве, потому что там у нас бача, там на Богорске, там у нас дом тоже там рядом. Там. Поэтому у меня места хорошие, просто там мне понравилось там. Поэтому просто так, да. А можно еще два совсем коротких вопроса? Один, это вот я смотрел несколько ваших интервью, и с каждым интервью, через каждый там месяц, 2-3, у вас все больше и больше и лучше русский язык. Как вы его изучаете? Сами с репетитором? И второй вопрос, тоже очень короткий. Я знаю, что вы имя Виктор взяли в том числе и чтобы быть тезкой Виктора Цоя. Какая у вас любимая песня Виктора Цоя? Спасибо. Я не помню. Надо нет. Ну, просто там Виктор это имя, там значение это просто победитель. Поэтому там мужчин там имя Виктор. Еще там Виктор Цой в России очень популярный. Мы там хотели, что я тоже буду стать так в России популярным, поэтому мы так решили. Да, еще... Это удалось. Да. Я думаю, что Виктор Ан не менее популярен в России, чем Виктор Цой. Но объективно это было, мы обсуждали с Виктором, когда он выбирал это имя, и как раз основная мотивация была, что Виктор это победитель, потому что он приехал, избрал этот путь для того, чтобы добиться успеха на Олимпийских играх в Сочи. И это была основная мотивация, потому что если вернуться назад в 2011 год, то можно себе представить, он приехал реально в никуда, не зная ни языка, ни страны, практически не имея никаких контактов, бросил все просто для того, чтобы иметь возможность попасть, бороться за попадание на Олимпийские игры и за победу. То есть он совершил, можно сказать, как прыжок в воду в незнакомом месте. Представьте себе, вы приходите к обрыву, нигде никогда не были, и вам надо попасть вниз, и вы просто прыгаете рыбкой вниз там, с высоты там, 30 метров. Примерно такое же исполнял Виктор. Но все закончилось удачно. Но я могу ответить на этот вопрос, если честно. Русским языком первые 4 года Виктор занимался очень интенсивно, с ним работал постоянно преподаватель-переводчик. Мы договаривались с Виктором, что в Сочи он будет давать интервью на русском языке после того, как победит. И, в общем-то, практически это удалось. Дальше, конечно,
мы немножко расслабились, и поэтому сейчас Виктор находится в отпуске, вот он 1,5 месяца провел в Корее, естественно, сейчас несколько язык его, он, с точки зрения произношения, там, может быть, чуть-чуть стал не так, может быть, хорош, да. То есть понимание, как мы все знаем, когда говоришь на иностранном языке, да, то легче понимать, нежели говорить и выражать свои мысли. Тут, особенно когда начинаешь упускать этот момент, он чуть-чуть слабеет. Это не упрек ни в коей мере. Мы все мы люди. То есть и то, и то. Сейчас нет постоянного преподавателя. Но в команде он прекрасно общается, все друг друга понимают. И общение в команде, конечно, это не пресс-конференция. Я вернусь к спортивной тематике. Вопрос Виктору. Виктор, какую сборную вы поддерживали на чемпионате мира по футболу? И сильно ли удивились победам сборной России над Испанией и Южной Кореей над Германией? Спасибо. Да, я очень люблю там смотреть спорт, но не только футбол, на бейсбол, баскетбол. Поэтому, конечно, я смотрел там игры вообще, там не только Россия, Корея, но вообще там сильная команда, мне просто интересно. Но Россия сейчас уже четвертьфинал, но я помню, когда в 2002 Корея тоже домашний чемпионат мира по полу, у нас тоже там в полуфинале это попали. Но я думаю, что в России тоже возможно там полуфинал либо финал, поэтому мы будем смотреть и болеть. Да. Победе сборной Кореи обрадовались? Победе сборной Кореи над Германией сильно обрадовались? Ну, конечно, радовались, да. Здравствуйте, Карина Котельникова, газета «Она плюс». Вы впервые в Якутске. Как вы представляли себе город на вечной мерзлоте? Якутск, я не очень знаю, просто я слышал, здесь зимой очень холодно, просто минус 70 там. Поэтому я думаю, что люди как живут, здесь минус 70, ну просто там. Но летом я когда приехал, просто очень жарко. Сегодня, вчера тоже. Поэтому, ну, если есть шанс, можно попробовать Якутию зима. Спасибо. Добрый день еще раз. НВК Саха, Якутия 24, Ниргуяна Егорова. Ну, у меня начало истории, скажем так, да, скорее всего, вопрос будет к Алексею Юрьевичу, да. Вот как велись переговоры, да, с Виктором Аном в 2011 году, ну, переманить, скажем так, в нашу страну. И второй вопрос Виктору Ану. Что вам будет напоминать наша Якутия, да? Может, вы какой-нибудь сувенир купили или что? Вот что вам будет напоминать эта поездка? И приезжайте к нам зимой, в декабре. Но история с переездом Виктора Ана в Россию, она, в общем-то, началась, как я уже говорил, неоднократно рассказывал об этом. Это началось просто с письма по электронной почте, которое я получил весной 2011 года, в котором задавался вопрос, как мы будем смотреть на то, если, значит, Виктор приедет сюда тренироваться с нашей сборной. И я, конечно, был сильно удивлен, начал тоже изучать этот вопрос. Я пригласил. Сейчас можно много фантазировать, вспоминать. Там было такое непростое решение. Мы встретились, но как-то мы поверили друг в друга. Я поверил, что
Виктор – это тот человек, который, как бы, я увидел в нем такое прям вот неистовое желание как бы бороться и пройти через все, и для того, чтобы добиться победы, потому что он, собственно, не выдвигал никаких особых условий, мы обсуждали все. Вы же знаете, что перед этим Виктор, он в 2007 году получил очень серьезную травму колена, перенес несколько операций, пытался восстановиться. К этому моменту, когда он написал письмо, он уже несколько лет не выступал на международном уровне, не выступал в никаких соревнованиях, тренировался сам. Вот, по сути, как бы он был в ситуации, когда дорога для него в корейскую сборную была закрыта. Значит, уже в марте прошли отборочные соревнования, вот, и Виктор не попал в сборную. Вот, но он верил в то, что он сможет преодолеть это. Надо сказать, что все эти годы Виктор преодолевал действительно последствия этой травмы и боль, которая преследовала его в этом колене. И надо сказать тоже, что, в принципе, сейчас об этом еще можно говорить, что врачи, которые осматривали его, сказали, что, конечно, жить после таких операций проблем нету, ходить, все нормально, но спорт высших достижений, они не могли поверить, что это возможно. Вот, но, не знаю, мы как-то поверили друг другу, мы делали все, что могли, чтобы помочь ему, но самое главное, конечно, сделал он, потому что то, что он сделал, это реально невероятное достижение после перерыва, после таких травм, подняться на вершину, спортивную вершину, просто на самый топ, это, конечно... Я не знаю таких других историй, может быть, только история Попова, да, там Александра Попова, нашего пловца знаменитого, который тоже был в похожей ситуации, но все-таки он был и в своей стране, и там после долгого перерыва все-таки тоже смог это сделать. Это заслуживает гигантского, огромного уважения. Это, в принципе, как голливудская история с счастливым концом. Что запомнилось Виктору, с чем у него будет ассоциироваться Якутия, это лучше он сам скажет. Я больше вспоминаю там сувениры из Мамонта. Да, да. Якутия и Мамонт, да? Да, Якутия и Мамонт. Мамонт, который живет в жаркой стране. Что можете сказать о решении МОК о недопуске к играм в Пхенчхане? Пхенчхане. Недопуск, решение МОК. Какие там тоже переговоры велись? Вы знаете, были большие шансы. Вы знаете, как бы вы помните, что очень большое количество российских спортсменов были недопущены к Олимпийским играм в Пхенчхане. По этому поводу уже было много чего сказано. На мой взгляд, уже копаться в этом деле, пытаться бередить какие-то старые раны, я не вижу смысла. Это спорт, и в спорте бывает, часто принимаются несправедливые решения, которые продиктованы совсем, может быть, не спортивными или какими-то другими причинами. И если спортсмен будет на это дело все время, или все, кто вовлечены в спорт, будут на это дело постоянно озираться и пытаться в этом копаться, но никакой пользы не будет. Надо перевернуть эту страницу и идти вперед. На сегодняшний день Олимпийский комитет России полностью восстановлен. В правах, соответственно, наши спортсмены уже в Токио имеют право выступать под российским флагом полноценно. То, что было сделано, в мире много несправедливостей, в спорте их тоже хватает. Поэтому я считаю, что просто об этом надо забыть. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста?
если позволите еще раз. Ну вот я 2 дня наблюдал за тем ажиотажем, который вокруг Виктора происходит в Якутске. Уверен, что также происходит и в других городах. А вот когда Виктор приезжает домой, наверное, в первый дом, в Южную Корею, там можно ходить спокойно по улицам или тоже так же толпы налетают и разрывают на кусочки? Пока Виктор готовится к ответу, я расскажу, что было, когда он в 2012 году начал выступать за нашу сборную, уже участвовал в международных соревнованиях, был кубок в Сеуле. И первый раз, когда он вернулся туда, это, я считаю, что в Якутске просто еще ничего не было. Потому что там пришлось его выводить из катка под одеялом через заднюю дверь, прям сразу в машину, потому что там толпа поклонниц просто пыталась его порвать на кусочки. Вот. Сейчас, наверное, может быть, это как-то смягчилось, но это Виктор лучше расскажет, тем более он сейчас часто бывает в Сеуле. У меня там в Сеуле тоже там люди на улице узнают, но не так сильно в Якутске, там просто там. Но, не знаю, это просто мне очень приятно, где-то в Корее либо в России люди просто там поменяют меня, просто там все говорили, что хорошее слово. Поэтому просто мне очень благодарю все, да. Коллеги, еще вопрос, пожалуйста. Георгий Русланович, да? По поводу строительства, опять же, я спрошу, да, потому что об этом много говорится. Пригласили все-таки, наверное, не случайно вот таких, скажем, людей, которые действительно стоят во главе одной из самых таких, скажем, медалеемких олимпийских видов спорта, конькобежного спорта, да, Алексей Юрьевич Кравцов, он уже давно возглавляет, да, федерацию. И скажите, действительно ли в планах у Министерства спорта, у правительства, да, строительство еще одного объекта? Когда это будет возможно? Ну, по крайней мере, если, скажем так, есть ли такое в планах? Ну, вообще, да, правильный вопрос задаете. Льда у нас, по крайней мере, в городе Якутске не хватает, потому что на одной арене у нас сразу занимается 4 вида спорта. Это хоккей, фигурное катание, шорт-трек и добавился у нас сейчас еще керлинг, да. А последняя группа, которая заканчивает у нас тренироваться, они, ну не группа, а люди, которые приходят играть в хоккей, они заканчивают ориентировочно пол-второго ночи в 2 ночи. Это последний, начиная с утра. Сейчас идут переговоры по линии «Газпрома», строительство 3 объектов в Республике Саха-Якутия. Первый объект планируется построить у нас в поселке Чурман Еренгринского района, там ФОК с катком. Второй объект в городе Алдан, ФОК с плавательным бассейном. И третий объект, который планируется построиться, это в городе Якутске, ФОК с катком и с бассейном. Место было определено в районе Белого озера. Поэтому работа над этим идет. В принципе, с 2019 года строительство этих 3 объектов должно начаться. Если будет построен у нас ФОК с бассейном и с катком в районе Белого озера, я думаю, элеватор у нас достаточно разгрузится, и для вот этих 4 видов спорта, которые, для которых непосредственно нужен лед, я думаю, будет достаточно больше времени, да, для тренировок. Потому что в среднем сейчас, как говорится, арена у нас не резиновая, да, время, конечно же, не хватает, да, но стараемся как-то все равно по приоритету распределить это время. Есть еще вопросы, коллеги? У нас еще запланировано подписание соглашения, поэтому с Федерацией конькобежного спорта России. Поэтому давайте приступим, наверное, к подписанию соглашения, да? Алексей Юрьевич? Да? Не против, да, коллеги? И после этого, после подписания соглашения, сделаем общее фотографирование. Спасибо.
Итак, начинаем церемонию подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта Республики Саха-Якутия и Общероссийской общественной организацией Федерация конькобежного спорта России по развитию шорт-трека Республики Саха-Якутия. Соглашение подписывают министр спорта Республики Саха-Якутия Георгий Русланович Балакшин и президент Общероссийской общественной организации Федерация конькобежного спорта России Алексей Юрьевич Кравцов. Разрешите считать соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта Республики Саха-Якутия и Общероссийской общественной организацией Федерации конькобежного спорта России по развитию шорт-трека в Республике Саха-Якутия подписано. Это была прямая трансляция пресс-конференции делегации Федерации конькобежного спорта России. В ней принимал участие шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Напомню, в ее рамках было подписано взаимное соглашение о сотрудничестве Федерации конькобежного спорта России и нашего региона.